Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева. В начале о главных темах. Большие победы начинаются с маленьких ракеток. Якки спортивный комплекс, что я хотел, что он издавна бог-лет, бог-радон, увлекательный, динамичный, дон, богатый история, что он вид спорта юдон. В Грозном открыли спортивный комплекс тенниса. Церемонию открытия покажем в нашем выпуске. Высокий гость. Столицу в рамках рабочей поездки посетил генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха. Помощь нуждающимся. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает благотворительные акции. В Грозном открылся современный комплекс тенниса в рамках федерального проекта. Объект предназначен для популяризации и развития олимпийского вида спорта теннис, привлечения детей и молодежи республики к систематическим занятиям спортом и повышению спортивного мастерства. В торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Рамзан Кадыров. Репортаж Медины Мударовой. Настоящий праздник для теннисистов. Открыть современный и комфортабельный спортивный комплекс прибыли почетные гости во главе с руководителем региона. Именно благодаря Рамзану Ахматовичу в субъекте происходят позитивные изменения во всех сферах, отмечает министр Чеченской республики по физической культуре и спорту Ахмат Кадыров. Он выразил надежду на то, что новый объект станет настоящей кузницей для подготовки будущих олимпийских чемпионов. Уважаемый Рамзан Ахматович, дорогие друзья, с большим удовольствием приветствую вас на церемонии открытия спортивного комплекса тенниса. Это событие не просто важный шаг развития спорта в регионе, но и символ нашего стремления к высоким достижениям и олимпийским идеалам. Появление этого современного объекта стало возможным благодаря реализации федеральной адресной инвестиционной программы и поддержке главы Чеченской республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Его открытие приурочено к году города Грозного и района имени Владимира Владимировича Путина, а также к объявлению Грозного культурной столицы России 2025. Данный комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров. Здесь созданы все условия для тренировочных занятий по теннису, а также проведения престижных всероссийских и международных турниров. Развитие олимпийского вида спорта в нашем регионе – это приоритетная задача, и мы ощущаем в данном вопросе мощную поддержку в лице Рамзана Ахматовича Кадырова. Его внимание и забота о спорте вдохновляют нас на новые свершения. Надеюсь, что этот спорткомплекс станет настоящей кузницей чемпионов, где будут формироваться новые спортивные традиции и писаться истории не только всероссийского, но и мирового тенниса. Рамзан Кадыров вспоминает, как не так давно люди радовались даже открытию спортивного зала. Сегодня же возводятся целые спортивные комплексы. Почти каждый месяц вводятся в эксплуатацию крупные объекты. Спортивный дом, комплекс лайдеров, дом, боец, дом, спортивный объект, даел, масях, дом, объект, и даел, кешен бешнон, дом, аматайш, футбольный команда. تاريخ تسألني دون مسارة دون ويهو فوتبول دون ويهو تنتواني انسامبل بوش تيزر دون إيستوشي جين نرجوش خاطر دون تو دون فندام زوجي دين حراويس يرتاح لغوردة تعظيم السبورت زايلش دون شون دقي ديش عروي تان دون يقي سبورتيني كومبلكس شوي حيلش دون издавна бог лет, бог радон, увлекательный, динамичный дон, богатый история, что он вид спорта юдон, от яда моладон, кидадон. أقول هوتشو باخر يا باش لقوه الواريتون صيناد لوز عامور دوز داملا دلازم بول مثلا.
Перерезав красную ленту, собравшиеся осмотрели объект. Спортивный комплекс состоит из административного здания, крытого зала для проведения соревнований и кортов с покрытием последнего поколения. Условия действительно впечатляющие. В первую очередь, это огромные помещения для тренировок. Площадь крытой части составляет 68 на 74 метра. Она разделена на 4 игровые зоны. Покрытие типа хард. Корт соответствует всем необходимым требованиям и позволяет проводить здесь любые соревнования от региональных первенств до международных турниров и чемпионатов. Рамзан Кадыров высоко оценил созданные условия для спортсменов и даже сам сыграл в теннис. Партнером в игре с Рамзаном Ахматовичем стал Егор Скворцов. Парень приехал из города Тамбов месяц назад. Считает условия в регионе лучшими для теннисистов. Здесь у вас великолепные условия, отличные крытые корты, отличные открытые корты. Можно как и в дождь, как и в снег тренироваться, летом, зимой. Хорошее освещение, хорошая организация. Вот, вижу здесь большие перспективы на будущее. Сейчас приехал Рамзан Ахматович, я сыграл с ним чуть-чуть в теннис. Я рад, что уделил мне внимание. Оценили новое здание и самые укореневшиеся игроки Чеченской Республики, вспоминая время, когда условий не было от слова совсем. 40 лет я мечтал о таком комплексе вообще. И мечта сбылась. Прекрасный комплекс. 4 открытых, 4 закрытых корта. Об этом даже еще совсем недавно даже нельзя было подумать. Мечты сбываются. Наталья Маркова работает тренером по теннису с 1992 года. Сейчас под ее руководством занимается 30 ребят. Отметила значительное улучшение условий для тренировок. Когда 4 корта, уже можно работать. У меня были времена 50 человек на одном корте. Эти сбоку, эти на стенке, эти там. И работали, понимаете, работали. Так что нам не привыкать, а тут у нас будет полная свобода. Так что я очень рада, я очень благодарна Рамзану Ахматовичу. Строительство началось 2 года назад в рамках реализации мероприятия федерального проекта развития физической культуры и массового спорта. Помимо кортов в здании находятся помещения для тренеров и инструкторов, медкабинеты, столовая и тренажерные залы. Оригинальность и уникальность этого объекта заключается в том, что он собран конструктивом дугообразные деревянные клееные балки длиной где-то более 70 метров и весом в пределах более 40 тонн. То есть нет никаких промежуточных опор, сплошное пространство для свободы творчества и игровых залов. Немаловажно, что новый объект создаст 84 рабочих места. Нет сомнений в том, что в ближайшем будущем чеченские теннисисты будут побеждать на престижных мировых турнирах. Начало уже положено. Медина Мударова, Мовсар Хаджиев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Рамзан Кадыров с очередной инспекцией посетил главную строительную площадку столицы, новый район имени Владимира Путина. Строительные работы идут ударными темпами в соответствии с утвержденным графиком. Как глава региона оценил темпы строительства, расскажет Лимда Жамалдинова. Новый район имени Владимира Путина уже на стадии строительства стал визитной карточкой обновленного Грозного. Проект, реализуемый под личным контролем главы Чеченской Республики, демонстрирует, как даже самые амбициозные планы могут воплощаться в реальность благодаря четкой организации и поддержке на всех уровнях. Рамзан Кадыров, известный своим вниманием к деталям, лично следит за ходом работ. Он в очередной раз вместе с соратниками проинспектировал объект. Первый переход уже даю нам, второй переход халяцию. На сегодняшний день каждый день дорожный полотно халяцию. Инженерные штаны. Скорченцы, единица, и он это нет, будешь коммуникации, шабиги вода будешь. Полный халяцию, да? Полностью охватный халяцию, еще километр промежуток. Посад чешон заматывать. Лифт чаян, уша собрать еще, посад собрать еще, а вот график цещает соблюдать полдобничку. Хадов, да, хотели сейчас я. Не с правой стороны, чудесный. Старый халлы. Старый барак. Не свой теннис хаилан чони алсия. Уж дайвох шо. Уж дамаш бонусел метикшон. Цигар инвестор ушавиш переселит бир бол 5 концерти. Уж бонус не стоишь, жирошон. Цигар 127 айр. Это массарна чо ремонт уж обеспечили. Позже легко побьешь подземные. Еще мои самые современные
переход бақай наш коляски себе шли обош лифт шош тиге чан шеступенг шарю бақай чан коляски себе задребует цан вау шлифт юло хавол шлифт шайк современный услуг تربيتك ضخ لغاية الدعم العجينة ده كله وطبعا عندي ساعات ومغلب وشو فتح حلق سنات عن يه بروبليم أبي أشوفه نقطة جدا كأجد شرح بينا حيول شيء شادرجي هو نيقة بيرك Специалисты сейчас занимаются фасадными работами. Параллельно строятся социальные объекты, инфраструктура, прокладываются инженерные коммуникации. Благодаря расположению в центре столицы район будет обеспечивать легкий доступ к ключевым городским объектам и достопримечательностям, что делает его идеальным местом для жизни. В ближайшем будущем на этом месте будет построен подземный пешеходный переход. Длина его более 100 метров, а глубина 4 метра. На сегодняшний день из траншей выгружено больше 160 грузовиков земли. Новый район займет территорию площадью свыше 200 гектаров в центральной части Грозного, что делает его крупнейшим градостроительным проектом в истории Чеченской Республики. Здесь возводятся 130 многоэтажных жилых домов общей площадью более 2 миллионов квадратных метров. После завершения строительства это место сможет вместить около 70 тысяч жителей, что сравнимо с населением среднего российского города. На данном этапе по первой линии на продолжение проспекта Путина, нового участка проспекта Путина, активным темпом уже ведутся работы по устройству фасадов так называемых дубайских домов или дома в арабском стиле. Здесь уже монолитные каркасные работы завершили, почти на завершение идут работы по внутренней кирпичной кладке, внутренних инженерных систем. Дальше уже рабочие приступят к благоустройству территории. Активно ведут работы по устройству вот этого нового участка проспекта Путина, устраивают подземные пешеходные переходы. Здесь их будет 4, они очень удобные. Также здесь предусмотрены мероприятия для маломобильного группы населения, то есть это лифты. Общаясь с соратниками, глава субъекта прокомментировал слухи о своем здоровье и возможной отставке занимаемой должности, которые активно распространяют недоброжелатели в социальных сетях. Рамзан Кадыров решительно опроверг эти домыслы, назвав их провокацией, направленной на дискредитацию руководства и дестабилизацию ситуации в регионе. زي بدأت شو صاير بس صعب غلي شاتوي بيقول شو عشان انا وصعوا خبر يقول شو عشان بيقول بقى ده تعبي شو ما بقول ده ساعات تبدي عايزين دون بيقول بقى بده ده تزبال ما بس تعب بعد بوش واحد دون شو تيها انا شو بقول دون بنسي لا ساعه دون ساعه خبر ايش دون بقى هيا بوش بوا يا مش خبر ده جيزلي ناخذ بعض يقول انا اللي وقت الله يدون К 2027 году строительство будет полностью завершено. Район имени Владимира Путина станет не только жилым массивом, но и символом прогресса, единства и стремления к лучшему. Под личным контролем Рамзана Кадырова Чеченская Республика продолжает уверенно двигаться вперед, доказывая, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью. Лимда Джамалдинова, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. В столицу прибыл генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Хусейн Ибрагим Таха. В аэропорту гостя лично встретил глава республики Рамзан Кадыров. После торжественной встречи переговоры продолжились у руководителя региона, где в неформальной обстановке и в теплой атмосфере они обсудили текущие вопросы религиозного сотрудничества и взаимодействия. Слово Мадине Нуцалчиевой. Встретил в аэропорту генерального секретаря Организации исламского сотрудничества Хусейна Ибрагима Таха, прибывшего в Чеченскую Республику с рабочим визитом, лично глава региона Рамзан Кадыров. على هذه الزيارة شرفتمونا بزيارة Для обеспечения максимального комфорта почетного гостя была организована быстрая и удобная доставка к месту назначения. Для этого использовали автомобили представительского и высшего класса российской марки «Аурус».
ستي صوبع تلفون طبيعينا إيش سابقا أجدادنا كانوا يبنون نفس البيوت نفس البيوت ميز نسكع إيش هنا لم نسكع إيش إنسان هم في الجبال كانوا يبنون نفس البيوت على الكراسي هذا يعني تخنا الدنيا البوليتيكية هي بصوبنا ضحية Путине очень важен политику изъяв пособнавам. بصوبنا دون إنساننا وصاع دون بصوبنا شاشة بس. نحن بكل تأكيد نقدر نقول أن بوتين صديق حقيقي للمسلمين يعني. كلنا نعتقد كده الكلام. إيش تقول له إيش تقدر يجدون؟ بصوبنا دون فلسطين دون بوداس سيدين دعاء كليتي قلني داس دون كليتي قلنا دعاء دون يجوكشن دعاء زبور دون بصوبنا هورني بويج بوداس دون. Угостили делегацию в доме главы национальными чеченскими блюдами. Продолжая знакомство гостей с субъектом, Рамзан Кадыров рассказал о самом болезненном периоде в истории региона – послевоенном времени. После тяжелых лет испытаний он сделал серьезный рывок в возрождении религиозной инфраструктуры. В свою очередь гости отметили, что восхищены проделанной Ахматом Хаджи Кадыровым работой и тем, как достойно глава Чеченской Республики продолжает его дело. شو أسلوبيوش شو على يو هو الشيء ويوش ده حبيبي نشوف ده عادونا وهين صدقنا تعذري أخذ سو مجد نقطة شارع إيش كل حافظنا ستوتري تزير تادينا أوداس رأسي بشعرسن ببصر دنيا لمتكاز نقطة شارع حيرم صعب بيشون تصعد رزن غلاسيات عنسي دينتي رزن غلاسيات تدون أدمشيد رزن غلاسيات تبرقتون شوادون حملوك دين ليلوش محبرق إيش عن تيروريست سرنج عندون وجدك شادري جدون دوش دو تيروريست أو تشابويش بدرس. إن شاء الله يكون هذا أمل مهم له. تخن ويش حوش مشين شو إيليريا قطع خيل دول حلوية قطع بيعجن خيل بولتي ريشية سرقل داخل دول حلوة ديتي بيكون خوش دري إيش تخلي ديون تخن شو حد يالدول بيركتية دال غازوت قبول دول أحمد جا حد يالدول بيركت صوب يحدق يوش بونسونير تاعها تيريز بيشاين نيس خل ديش دول دين داخوتين فر نيخ داخر خل ديش أورني حلا داخن تان ديلي لو برتويوش بالش برتويوش هي تانيسترية أو لقر مخا دوشتو إزيا تخن تو اسمنا دو قدو خلدو خاتونا أو خلج زامنا هي يروق دانيسترية دالة ديكنس بيخم بويهم. Рамзан Кадыров отметил, что руководством России уделяется особое внимание сохранению культурного многообразия и обеспечению свободы вероисповедания для всех. Как пример он привел Крым, подчеркнув, что с момента вхождения в состав Российской Федерации там создаются условия для свободного проведения различных обрядов религиозного образования и других мероприятий. Для мусульман полуострова главой Чеченской Республики также были возведены исламские объекты. سياس ماجدنا جرينا دون سياس ناس نبوسو نابارك بلق دون توتش исторически شيء إيشل دون إننا بيستوتر موجود دون أتاك ناح شعب الإنجليزي بو شعب الجديد عشبو هيك كان قديش في دوك ماجد ولا صدر ديشان بوسو نيا وشتيا ثم هو داس دون بوسو ناح الشان دون بوسو دندي لبابو يوك ما شو يوك دون الناس كا ماجد دوهن ويتادوش دوهن حضرنا ماجد الناس كل عاس كانت تعرف ماجد دائما نحاول نتواصل عشان نحل المشاكل ونتعرف. تخن بوليتيكيو نستجن داخل حياة يشتركية برتو خلال شيء داخل حياة شيء دين ليلو شيء دوزل دول داديونا. تاك أتصم نختوقيت شلين شيء بتشاركوا بيزا سيمية إيش تيل بريسيوتيل شيء راسي باكي تربو اسمتي بخو تربو حوسي تربو. نعم بوسو دين ناوس تيزادون كيف صلاح بوتين ناوس وزراسون البقر ده لا يشق ده لا يوصل وصلون ونحن في منظمة التعاون الإسلامي نقدر يعني تخمية قهور شرعية أويسية أريوشية أتشوتيو إسلاموفوبيا ميلو بتشال كامي تشايو عليا Европа, Америка, Угурия, исламофобия, доктормети коли единственное, який почав шукає, царисі почав, це исламофобія, очі, герду ела, бусовнехія, حاليا حق دات ديلا لأشحيزنا هم دوتشيا إذا تغنى رسي بتشالقية
بتشو دقيقة شغلية مدري بوليتيكا يوي ولا هي شو سنية ديننا بقدر دعوة وزوجية شيء بوصل ديننا شيء بيجرشن بوصلنا يوشن دقيقة شو خلر دو إزيا أختنا لقر ما خاد بوشنا دالا ديكنز بيقام بويل شيء بتشعب شو حيا إسلاموفوبي تقليتر دوتسجا أرها أشياء التحية بيش بوه بوشي بتشعب دوتسجا أرها بوصلنا حتى تعتقد شو زوم دين شو هي لداخل هي رؤية شو هي شو داخل تندوي تونخاء. وفخامة الرئيس هو مكافحة الإسلاموفوبيا يعني والتوطين. تعزام يربصوا بلانية مصو خارج عمومية تقول شيء داق وين مخا أروي بصوا بدين مارش دين دو داق بزين دين شوي وجاك دو استجيا داق كل أدم دو عليه تنسي دو خاوينية تنسي دي تقريد ويا تندخني دي تقريد ويا نوي دين دو تسق يقطع تعال تعشي بصوا بدين وإيش دين عليه حلاير إغوقية داق تبوم تغليتا وين قديش دينوشنا يقع هي ديالوج خليشو إيديولوجية أشتغنا رسيحية خذ حقي حشيو قديش الدين شديد يونشيو متيجيو أو شليلوش جيجرلو دو أستيبوم تغليتية أصدر صورتية أشديك عاش دين رسي شوحية يجب أن نعرف ب وين هاي قدرتش عن شو عم إمدي لندو رسي عابو هو أجر تام بوصل الدنيا هي يقيو تسنى الشيخية سميني تسنى الشيو سميع خلرية دانا نادو شوق وجمي وشتاكا زدستك بالقلب دوشية بتسنية أو إيسو مصلحة ديو أو نحقيش عدين شوحية مصمع أهيا يوم هي زي شاد يشتو رسي بزيتشي دائما تنسي تاني وغية تغن رسية خارج علي رش استعهية استجدا بالقلب داقر إذا المصومة مصوب دينسية تاني أخشوا يبغيش استع. غير مش حدا شلون دين سن دعوتي شلون دين دوش سام داس شلون. Представители делегации выразили благодарность за теплый прием, особо отметив внимание к деталям и заботу о комфорте, проявленную чеченской стороной еще на этапе перелета. Они подчеркнули, что даже с высоты птичьего полета видно, насколько красива чеченская земля. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что сегодняшний мир, стабильность и благополучие в регионе, несомненно, заслуга руководства страны. تكرم فخامة الرئيس وتضافيه يعني. موديل رئيس خلية قصيدين تحلقوا على شنسيدين هي تنظر واحد شيء كين وعدوا شنجين شيء شو خز مخبر شو دبين برموسودي هنا لاتيا ليلوش دوشية وشنر إزاي مخز بويا استعدي شيء لاتن أنلدوي. في حركة في الهوية. رسي بتش حلق شو عدو نطق بتش حلق رسي فيدراليون يدرس. خي كونستيتوسيو خي فلاغيو جيميو جيربيو. составе России тут отдельно пачхак идут государство район конституция. Россия 190 коч камду Россия се хор комна диона бо олушу шей дин алшта шей культур алша шей мот алшба яка нен матахия мухи учеб раск матаю шен матаю бошор шей предмет хола литература язерия شينين متعيس نرجية أو شيء اللي يشوف كراني راسك متعيس. قزاوج لون إسلامسكي يأكل على يهودا لون شكول عدون. مزيد إذا شكول كعدون أولاً شو عدون دين خوش دون غلا خوش والتك دون بيشن تحية دعام ووليلشون نسوا دون تعيش دون. ويرجعون قطعة رجعون يوشوا يدينسوني. القناة يوشي ليسنزي يوشيا. اللي نراديو يودي بغرابيو. إذا عادية بين التلفزيون راديو والمطبعة هذه كانت غروزية يعني. هذه المنطقة. إيش داعش إيش هذا الشارع يعني. غروزي كله كان بهذا الشكل يعني. ستالينغراد أيوه هنا أكثر من مدينة ستالينغراد في الحرب العالمية الثانية يعني كانت تدمرت الشام. حدث الإعمار وتقوم شقبة تشوفها هي متشرحية يتم سليت لا يوقشية متخميل خنيل. تقريبا 11 سنة يعني حتى عندنا من جديد. بسرعة. ونبني يعني ولسه نحارب الإرهابيين متبقين يعني مناطق الجبلية. سابلو بي أردون بالا مغو باش وجيتش بي ديشنا بي أردون
Aka don Eda Bello don Gulai Tochu wat ze beers de don Argonia da Schwarzerich don de Milso Balawal حبوت قشبير دو حاجة سبينة تودين دون وقت ملتو أرونا دون بس يا بتشين أنا وشون هم جاءوا يقتلون الشرطي هو زين قي وطعني ولول هو شو دون هذي كيلو إن دون وفيت بدرس دون شاتور برا يسبين عوايج دون بين ساعة واشنش. Перед тем, как покинуть Чеченскую республику, гости изъявили желание посетить могилу Ахмата Хаджи Кадырова и отдать дань уважения его заслугам. Россия оисна юадол гергло дадул делар берката шезер кол шарахия президент Путина нохчичуй нохчичурия госовет тайна шиция дал вазат хободол Ахмед Хаджи Воша Малайзия вана эспачалки министр шинстан дел гошке чина цигаха камел дина Россия бусумден хия лотахю Россия هي شورت عش بوصل نابو سوس حوين أحمد عجي وقن شيء ويستخلا شين شوز جرجل دي زر على بوتين سيا إيش دقيقين دو جرجلو تقدر يجي بركة أتخنا هي أحمد عجي جر حد الله دو هينس بركة رسينا أرمتنا يو أحيا لقر أورون أحيا جرجلو دو مصر أو دقيقش هر إت أرجنزاتي جنرال سكتار خليتر دحر رسيبينو موسكو كداس وان واتر شو موسكو خلا ريجيون داس وان وات سنديلا حلق نقطة شوالا أرشين خذي دعودي شيء اشتياق حوالي أرعلوي إنو شود صدول جمتر بوخ بوزر سنة يجرجلو دول دل بوخ بويشوسو هون أحمد ماجسول إتشو جميع وش توش صاني تشورق إنه هم حسيق تلاقي لقبيلر دولش بولي نتسو يرنق هتعدون صا بوتين إذا ملا زي ودش دون صا ليلرك درجي سودويزو شولش لا ديوش ورش صاينير تخنا تحدين بولين بوش نيقو زعودك تسعش قبحرك تسنا قين حج كسنا هون مشاسون سويز موت حسين إبراهيم تاهي كان توير هون بوخ بويزش غير نيق بويزش غير ليلش بوش بول بلغش بويزش أرجنزاسي إسلام سو ستروج سو هم بوح ويحوش لا ديوش شو سو بارك الليسة وقيرسة إيسي وقت حوار Визит Хусейна Ибрагима Тахи стал признанием большого вклада Чеченской Республики в укрепление исламских ценностей. Регион подтверждает свой статус не только субъекта Российской Федерации, но и духовного центра, с которым считаются далеко за его пределами. Мадина Нуцалчиева, Ахмед Хизриев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Последний день визита для делегации Организации исламского сотрудничества во главе с генеральным секретарем Хусейном Ибрагимом Тахой провели экскурсию по религиозным объектам Чеченской Республики. Делегацию сопровождали помощник главы министра Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев и постоянно представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Турко Даудов. Первым делом они посетили Шалинскую мечеть, гордость мусульман имени пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. Делегация осмотрела святыню, пообщалась с местными религиозными деятелями. Я здесь первый раз, и мне очень нравится. Хочу выразить благодарность главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову за гостеприимство. Я был наслышан о культуре, благородстве и религиозности чеченского народа. И в ходе визита смог лично убедиться в этом. Надеюсь, в будущем связь между нашими народами только укрепится. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова продолжает программу поддержки населения, оказывая финансовую помощь нуждающимся во всех муниципалитетах и населенных пунктах. Без помощи не остается никто. Турпал Тайсумов продолжит. Благотворительная акция от общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова снова прошла на всей территории субъекта. Остро нуждающимся семьям оказана материальная помощь. Всего роздано около 100 миллионов рублей.
بالبختوش العمل والعلم شناخ وسيلاش الله داله ويقام داعي بركتيش إيش درجي ألجن أمت داعي بركة جال قبول صادل. Волонтеры за одну ночь доставили финансовую поддержку в дома людей, испытывающих жизненные трудности. Конверты с деньгами вновь порадовали всех, ведь это возможность решить ту или иную проблему. Продукты вообще массовые, Акция затронула каждый муниципалитет и населенный пункт. Для малоимущих жителей нет ничего приятнее, как получить поддержку, в которой они так нуждаются. Благотворительность в исламе ценится очень высоко, а жители вновь выразили благодарность в адрес руководства за неустанное внимание. Дерес кылсын. Сында кадол шона, моссомана, вай махкана тира, вай юртан тира. Сирсер до хошду да өйтөштү. Стангелу штеда обал сардо элвезендел. Хаз тонродо поддержкаю тонхау. В такое важное для нации время подобные мероприятия ежедневные и обрадуют еще очень много людей, как деньгами, так и продуктами питания. Торпа, Лолита Исумов, Ислам Нацуров и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Также региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова провел масштабные благотворительные акции ко Дню памяти и скорби. В рамках мероприятия нуждающимся семьям была оказана помощь в виде раздачи мяса крупнорогатого скота. Подробнее Лимда Джамалдинова. В эти дни вся республика проводит мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, установленному в честь погибших во благо своего народа. В каждом районе состоялись масштабные благотворительные акции, организованные региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. عدو خوش اسمت يبق اتبخش سينجا تمداق على تش خوري وني حدوخش دوق سادو видишь дала Исаак обулейла. Акция, в рамках которой раздали мясо 185 бычков, охватила все районы Чеченской Республики: Курчалоевский, Веденский, Шелковской, Ножоюртовский, Тумкалинский, Натеричный, Наурский и так далее. Региональный общественный фонд организовал раздачу мяса для нуждающихся семей. Волонтеры работали слаженно, чтобы помощь дошла до каждого, даже в самые отдаленные села. دال أبو سعد دولار أحمد حجين تيرا ويبتش رمزان حجين تيرا ومخنين أمان تيرا كترة يحشو حقا شوي دال أبو سعد دول إتسون تير مسا فدلش تير مسان تير أبو سعد دول دال أبو دولار ويبتش رمزان تنان أيمانينا. В мечетях после раздачи читали молитвы, а жители благодарили фонд за помощь, которую им оказывают регулярно. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в очередной раз показал, как добрые дела могут стать частью памяти о героях. Жители республики выразили глубокую благодарность, отметив, что организация всегда приходит на помощь в самый нужный момент. Лимда Джамалдинова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. На территории военного комиссариата республики состоялось торжественное открытие мемориала первому президенту Героя России Ахмату Хаджи Кадырову, а также сотрудникам военкоматов, погибших в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Как военнослужащие почтили память тех, кто отдал свои жизни за безопасность и мир в республике, в нашем следующем сюжете. Торжественное разрезание ленты ознаменовало начало мероприятия, посвященного памятной для чеченского народа дате. Со словами гордости и уважения за отдавших свои жизни ради мира на чеченской земле выступил офицерский состав военного комиссариата, подчеркивая важность хранения знаний об истории нации и личностях, внесших огромный вклад в возрождение региона.
референдум в 2003 году. И самый значимый удар восстановили все три ветви власти в республике. Собравшиеся возложили цветы к монументу памяти погибших. Именно благодаря этим героям, разрушенный до основания Грозный, за столь короткий промежуток времени стал развивающимся городом и жемчужиной Северного Кавказа, отметил военный комиссар Чеченской Республики. Лидер нашей нации, великий Ахмад Хаджи Кадыров. Человек, который возродил, можно сказать, нашу нацию, стал на защиту нашей нации, путь которого на сегодняшний день продолжает его команда во главе с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Мы не имеем права, как чеченцы, как нация, представляющая Ахмад Хаджи Кадырова, мы не имеем права это забывать. Это человек, который вытащил нашу нацию из логова войны и хаоса. Открытие мемориала – это не только дань памяти, но и важный шаг к примирению и пониманию. Мы должны помнить о прошлом, чтобы избежать ошибок в будущем. Пусть этот памятник станет местом, где каждый проходящий сможет вспомнить о тех, кто отдал свои жизни ради свободы и справедливости. 10 мая, в День скорби и памяти, на территории военного комиссариата Чеченской Республики состоялось открытие мемориала памяти первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова, а также сотрудников, погибших при борьбе с терроризмом. Магомед Азиев, Джабраил Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В Грозном прошла пресс-конференция, посвященная проведению юбилейного Всероссийского молодежного форума «Молодой специалист-строитель будущего». Участниками стали ведущие представители отрасли, а также профильные министры и руководители образовательных учреждений региона. Форум нацелен на формирование устойчивой кадровой базы в строительной отрасли. Репортаж Эльвиры Межидовой. В преддверии форума «Молодой специалист-строитель будущего» прошла пресс-конференция с участием руководителя Центра компетенции образовательной деятельности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирины Дмитриевны Мининой, а также руководителей профильных министерств и вузов региона. Сам форум пройдет 13 и 14 мая. Это масштабное мероприятие создано объединить выпускников, студентов, преподавателей, работодателей, представителей бизнеса и органов местной власти. Сегодня у нашей молодежи также уникальная возможность участвовать в этом процессе, перенимать и опыт, и вкладывать те знания и навыки, которые они получают в стенах того или иного учебного заведения. Мы всех желающих ждем, все условия, повторюсь, есть. Есть в наших вузах очень высококвалифицированные кадры, доктора, профессоры. Форум направлен на развитие кадрового потенциала страны, создание условий для профессиональной деятельности молодежи, а также укрепление связей между образовательными учреждениями и работодателями. Спикеры обсудили перспективы отрасли и современные требования к молодым специалистам для дальнейшего трудоустройства. Что мы ожидаем? Мы, конечно, в первую очередь улучшение жилищных условий, возможностей для людей. Но и одно из самых значимых мы ожидаем – это порядка 20 тысяч рабочих мест. То есть созданием всей этой инфраструктуры, соответственно, мы создаем условия для того, чтобы были трудоустроены не только улучшенные жилищные условия, но и трудоустроены, соответственно, люди. Программа форума включает в себя обширный перечень мероприятий. Так, например, школьники смогут посетить профориентированные встречи и интерактивные мастер-классы, а для студентов подготовили круглые столы с экспертами, встречи с работодателями и ярмарку вакансий. Участники получат возможность пообщаться с представителями крупнейших компаний страны, узнать о требованиях к молодым специалистам и получить ответы на интересующие вопросы. Уже 30 регионов мы посетили, и, конечно же, мы расширили целевую аудиторию. Мы предусмотрели мероприятия для школьников с ранней профориентацией. У нас сформированы методические пособия для педагогов. У нас будет проходить ярмарка вакансий. Это все нацелено на то, чтобы в сферу строительства привлечь большое количество молодежи. Особую актуальность форум имеет именно для Чеченской Республики, в столице которой активно строится новый современный район имени Владимира Владимировича Путина, становясь символом обновления и прогресса субъекта. Чтобы вопрос нехватки квалифицированных кадров не стоял камнем преткновения, региональные власти делают все возможное для развития и популяризации сферы строительства. Программа главного молодежного отраслевого форума «Молодой специалист-строитель будущего» в Чеченской Республике будет проходить в стенах Грозненского государственного нефтяного технического университета имени академика Миленщикова и соберет более 600 участников. Форум «Молодой специалист-строитель будущего» – это площадка для обмена опытом, обсуждения актуальных вызовов и подготовка профессионалов, которые готовы развивать регион и страну. Эльвира Межидова, Алисхан Кацулов, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика.
С 15 мая 2025 года изменятся правила назначения единого пособия. Изменения коснутся порядка оформления, критериев нуждаемости и размера выплат. Возможно, изменения в нашем следующем сюжете. 10 июля 2023 года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был подписан закон о создании государственной системы «Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере». Система автоматизирует обеспечение россиян пенсией и другими выплатами, а также мерами социальной защиты в целом. Особый интерес у населения вызывает автоматизация единого пособия на детей в 2025 году и новые правила выплат, которые вступают в силу с 15 мая 2025 года. База полностью автоматизирована, специалисты работают с той информацией, которая поступает от компетентных органов посредством электронного межведомственного взаимодействия. Специалист не может редактировать, менять или исправлять введенные вами данные о вашей семье при заполнении заявления. В дополнительных сведениях о семье нужно указывать те пункты, которые соответствуют вашему положению. Если ваш супруг является сотрудником силовых структур Российской Федерации или же семья находилась в ожидании ребенка в период расчета среднедушевого дохода на день подачи заявления, вы должны указывать это во вкладке «Дополнительные сведения о семье». Также стоит отметить, что доход семьи теперь будет рассчитываться не за последние 12 месяцев, а за 6. Сам доход будет учитываться с вычетом НДФЛ, что сделает условия более справедливыми. Семьи, чей доход незначительно превышает прожиточный минимум, также смогут претендовать на пособие. Конкретный процент станет известен после 15 мая. Еще одним весомым плюсом в пользу системы является то, что теперь отпадает необходимость приходить в госучреждение и выстаивать долгие очереди, подавая документы. Теперь все это можно сделать самостоятельно из дома. Мне приходилось подавать на единое пособие. После отказа, как пришло уведомление по госуслугам, что нужно донести документ, который, оказывается, я не учла. После этого, да, получаем успешно, алхамдулилlah, все у нас хорошо. В автоматическом режиме на платформе будут опубликованы решения о том, кто имеет право на социальную защиту. Например, в ней будет содержаться информация о пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, многодетных и малоимущих семьях, ветеранах, инвалидах и других социально незащищенных слоях общества. Взаимодействие будет интегрировано с порталом госуслуг. Программа создана для упрощения получения выплат из любой точки страны. Можно подать заявление без долгих изнурительных очередей. Максимальная простота в обращении для граждан – это главное преимущество новой программы. Эльвира Межидова, Ислам Нацуров, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Такие вести и еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева и до новых встреч в эфире.